Объем незаконной вырубки леса в Коми за 2021 год снизился и составил чуть более 2000 кубических метров. Об этом в Общественной палате республики во время часа с министром рассказала исполняющая обязанности руководителя Минприроды Коми Екатерина Киселевич. Напомним, такие отчеты проводятся по поручению главы Коми. Вопросов на встрече прозвучало множество, начиная от раздельного сбора мусора и заканчивая ответственностью лесозаготовителей за разбитые лесовозами дороги. Однако сейчас особенно остро стоит вопрос по отпуску древесины для нужд граждан. Эта тема на постоянном контроле главы республики. Найден механизм его решения совместно со всеми заинтересованными органами исполнительной власти, администрациями районов, населенных пунктов, комитетом по тарифам Республики Коми. Разработан механизм компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого населением поставщиков, а также используется институт социального партнерства с ответственными лесопользователями. То есть арендаторы лесных участков поставляют дровяную древесину нуждающимся гражданам. И мы полагаем, что на этот ближайший период отопительный у нас проблем с обеспечением населения не возникнет. Еще одной темой бурного обсуждения стало возобновление транспортировки леса по воде. Вернуться к лесосплаву в республике хотят еще с 2020 года. Об этом заговорили после того, как жители поселка Земстан перекрыли трассу машинам, из-за которых дорога пришла в негодность. Руководитель Минприроды отметила, вопрос в проработке, тема перспективная. Впрочем, пока о конкретных сроках перехода на лесосплав говорить преждевременно.